Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Юрий Швец, американский аналітик, колишній радянський розвідник українського походження, майор закордонної розвідки КДБ 1980-90 роках. Юрий Борисович, здравствуйте, витаю вас. Здравствуйте, Гульсум. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нашему эфиру. Спасибо. Очень рад быть у вас в эфире. Взаимно. И вот мы сейчас выходим с вами в эфир, и на нашем канале, Первом Крымско-Татарском, мы работаем, можно сказать, в полевых условиях, потому что у нас отключили свет в связи с ударами России по энергетической инфраструктуре Украины. Не только у нас, в Киеве очень часто отключают свет, и мы вот сейчас работаем благодаря наличию у нас генераторов. Начну вот как раз с насущного. Как вы думаете, какова стратегия России, которая бьет по нашей энергетической инфраструктуре? Просто я живу в Киеве, и кроме ненависти у украинского народа и консолидации в связи с ее действиями, я больше ничего не вижу, никакой реакции. Вот вы совершенно правильно говорите, и украинский народ совершенно правильно поступает. Вообще американские и британские аналитики просто удивляются тому, что делает Россия. Ну, помимо того, что это военное преступление, это геноцид, это зверство, да, это нечеловечно. Помимо всего прочего, это еще глупо с точки зрения военной стратегии, потому что история показывает, что тактика нанесения массированных бомбовых, ракетных ударов по городам, по населению, она приводит к обратному эффекту, и она ведет к проигрышу войны. Примеров хоть отбавляй. Ну вот, если взять, допустим, бомбардировки городов во время Второй мировой войны, они никаким образом не приводили к победе на фронте. Самое главное в войне – это удары по живой силе, техники противника, это отвоевание территории, установление на ней контроля. А удары по населению, по городам, они лишь сплачивают нацию, усиливают ее волю. А что касается тех, кто наносит эти удары, это приводит к тому, что они затрачивают ни на что фактически, впустую свои очень ценные ресурсы. И таким образом этих ресурсов становится гораздо меньше для поля боя. То есть это выбрасывание на ветер вот этих ракет, высокоточных так называемых, которые становятся уже критически мало. Но толку от этого никакой. Наоборот, вот я недавно читал исследование одного американского, вернее, это англосаксонский, скажем так, аналитик, по фамилии Спенсер Черчилль. Так вот, он сказал, что это блестящая стратегия ВСУ вынуждать противника наносить удары по невоенным объектам Украины. Это, говорит, ключ к победе Украины в этой войне. Поэтому так и будем надеяться. Это глупо, то есть такое впечатление, что, ну, видите, я не знаю, рассказывал ли вашей аудитории или нет, Путин-то он вышел из территориальных органов Комитета госбезопасности. Да. И там в разделениях была такая иерархия, или такие нравы царили. То есть я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Понимаете? Поэтому вот если, если собрать все лучшие умы страны и поставить на ними болвана, то это будет организация болванов. Вот так он, видимо, понабирал. То есть вот американским, британским аналитикам то, что делают россияне, что это глупо, они понимают, а россияне, судя по всему, в руководстве вооруженных сил, видимо, этого не понимают. Но это худший менеджерский подход, когда ты собираешь вокруг себя людей тупее тебя, и какого-либо развития там не предвидится. Ну да, но это психология, это уже не рассудок тут действует, а психика. Психика человека с ограниченными интеллектуальными возможностями, который понимает, что он без царя в голове, но он не может в своем окружении держать людей, которые умнее его. Поэтому он набирает помощников, которые глупее его, а те набирают, в свою очередь, помощников, которые глупее их. И так вот идет дебилизация государственного аппарата. Тут, в частности, военного.
Извините, вас перебила. То есть вот эти удары по энергетической инфраструктуре Украины — это прямой приказ Путина, в результате чего он рассчитывает на какие-то протесты среди украинцев с целью склонения высшее политическое руководство нашей страны к переговорам, я правильно понимаю? Да, это у них такая задумка. То есть они убедили, что на поле боя они победить не могут. Это Так. ясно уже даже им, понимаете? Умным людям в Украине и на Западе стало гораздо раньше это известно, но это уже доперли. Поэтому генералы, это его лучшие, так сказать, полководцы, ему посоветовали, что надо бить по инфраструктуре, нужно превращать, вернее, отправлять Украину в каменный век. И вот они начали делать то, что они делают. У них еще идея такая, чтобы, ну, фактически они уже делают, нанося удары по энергетическим объектам, они таким образом дестабилизируют работу железнодорожного транспорта. А это надо. Это нужно для транспортировки боеприпасов, военной техники там, и так далее. Но последний у них полет мысли, что надо нанести удары еще по банкам, чтобы нечем было платить деньги населению, чтобы они еще, помимо всего прочего, оказались без денег. И они надеются, что это подорвет волю украинского народа, которые скажут правительству: хватит, хотим переговоров на, естественном, кремлевских условиях. Ну вот. Ну, уже понятно всем, кажется, кроме них, что это не работает. Хотя я заметил, я иногда захожу на их пропагандистские телеканалы Мгм. проверить температуру по палате. Так вот, я заметил там, что даже там уже смекнули, что вот эти удары по украинской инфраструктуре, они контрпродуктивны. Но им больше нечего делать. Путину нечего ответить. Он ничем большим не может ответить на поражение, на неудачи на поле боя, чем как вот срывать зло. То есть это тактика мелочного, глупого, напуганного, в отчаянном положении человека, страшно боящего, который страшно боится за свое будущее. И как долго подобные ракетные удары будут продолжаться, на ваш взгляд? Но поскольку это жест отчаяния, и Мгм. поскольку ну, у него нету другого выхода, вы понимаете? То есть тут так, или ты наносишь удары на поле боя, или ты наносишь удары по инфраструктуре, по городам и так далее. Вот, поэтому будет продолжать до тех пор, пока у него сохранятся боеприпасы, и пока Украина совсем надежно не закроет свое небо. И тут надо сказать, что в обоих этих вопросах есть определенный прогресс. То Мгм. есть его боеприпасы у Путина, особенно высокоточные, особенно самые-самые современные, они заканчиваются. А что касается ПВО Украины, то ее качество повышается. Ну вот особенно последний шаг это был поставки на САМС, систем противоракетной обороны, которые в первый же день после того, как они были развернуты полностью, они показали стопроцентную эффективность. В том районе было 25 ракет запущено, 25 было сбито. И в последующие дни. То есть система работает стопроцентной гарантией. Вопрос в том, чтобы помимо двух систем, которые уже были поставлены, поставить еще дополнительные. И таким образом закрыть максимум. Вот к поддержке нашей страны со стороны наших западных союзников мы еще непременно вернемся. Очень много вопросов, я думаю, уже накопилось. Мы с вами давно не виделись, и мы их обсудим. Но прежде хотела вот что вас спросить. А наблюдаете ли вы сегодня какие-то тектонические сдвиги, изменения или какое-то такое внутреннее сопротивление среди элит Кремля, башен Кремля, что называется? Вот не просто тех генералов, которые выполняют там требования или приказы Путина, а вот тех, кто, собственно, там имеет определенное влияние на принятие решений. Ну, чисто так, в глубине своих душ, если они у них есть, Мгм. многие из них, наверное, уже в ужасе. Но опять-таки по той причине, которую я вам назвал, о том, что он подбирал себе по своему образу и подобию, и даже глупее помощников,
Но вы видели, вы помните, да, наверное, почти все, наверное, люди в Украине и в России помнят это памятное заседание Совета национальной безопасности России Да. накануне вторжения. Вы видели, это же мыши, понимаете, просто мыши. Они панически боятся, они не способны взять ответственность на себя и принять решение, которое сопряжено с риском для них. И вот такая ситуация, это может продолжаться, то есть они будут в ужасе от того, что он делает, но они будут бояться за свои шкурные интересы, за свою жизнь, свободу, должности, и поэтому будут выжидать, пока он сам не падет. Мгм. И в этих условиях происходит смута. Ну, собственно говоря, как это было в начале 20 века. Помните, Первая мировая война, неудачи на фронте, бардак, разруха в стране. Что возникает во дворе? Появляется Распутин. Вот это распутинщина, я бы назвал так. Сейчас она появляется пригожинщины, Мгм. кадыровщины. Это то же самое абсолютно. То есть появляются вот такие мракобесные совершенно личности, которые выходят на первый план и которые еще более усугубляют ситуацию. Ну, действительно, в последнее время в информационном пространстве фигура главы ЧВК Вагнера Пригожина, она очень обсуждаема, и его последние заявления, критические, я бы назвала, заявления относительно некомпетентности, значит, российского военного руководства, оно все чаще привлекает внимание. Это несет угрозу для главы Кремля или нет? Это несет в том плане, что с этими советниками ситуация будет еще хуже, и режим рухнет еще быстрее. Мгм. Ну, как опять-таки начало 20 века в Российской империи, потому что, ну, это же чудовищно. То есть Пригожин – это человек даже без высшего образования. Он хотя бы кулинарный институт бы закончил, но и этого же не было. То есть все его университеты прошли в колониях за колючей проволокой. Вот оттуда вся мудрость жизни и великие познания военной стратегии. И вот теперь этот дегенерат, он фактически дает указания, то есть рассказывает Путину, какую стратегию должны придерживаться тактики самые высокопоставленные российские генералы. Пусть они не самые умные, но они хоть академик, как говорится, академиев они кончали, да, в отличие от него. А это же просто дебил. Ну вот вышел на первый план, и это характеризует. То есть это система, которая идет в разнос. А люди, которые могли бы Путину сказать: мы обеспечим тебе все гарантии безопасности, просто уходи, они есть, на ваш взгляд? Они способны на это? Ну, в России таких людей нет, поскольку в нынешней ситуации в России никто не может ему сказать, что мы обеспечим тебе безопасность, потому что, ну, нет такого человека в России, который мог бы обеспечить его безопасность. Его безопасность могли бы сейчас обеспечить консорциум таких стран, как, скажем, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция. Ну вот, то есть типа Совет Безопасности, постоянные члены без Китая и без России. Но он уже совершил столько военных преступлений, преступления против человечности, что я не вижу, как западные лидеры могут взять на себя ответственность, чтобы сказать ему: мы обеспечим твою безопасность. Потому что западное общество – это общество, построенное на законах, Мгм. которым в том числе вынужден подчиняться и глава государства. И когда уже начинается, то есть полным ходом идет уже сбор доказательств о военных преступлениях, совершенных путинским режимом, за которые он несет ответственность, то я не вижу варианта, чтобы президент США сказал: я даю ему гарантию. Да его съедят тут же в Конгрессе этого президента Соединенных Штатов. Верховный суд отменит эту его гарантию, скажет, что должен быть запущен или должен закончиться юридический процесс, и вот тогда, когда суд вынесет, тогда будешь давать гарантию. То есть он совершенно безвыходная ситуация. Я То имею в виду есть у Путин. него не остается ничего, кроме как идти до конца в его понимании. В принципе, да. В принципе, да. А где этот конец, на ваш взгляд?
Ну, я вижу его конец типа как Каддафи, как Саддам Хусейн. Где-то так. А Или как... российский народ способен на это? Просто если мы говорим про Каддафи и даже про Саддама Хусейна, ну, там был самосуд со стороны народа в том числе. Там, да, там был самосуд, совершенно верно. Но в ближайшем окружении, возможно, ведь эти люди, которые вокруг него, они благодаря ему стали чудовищно богатыми. Мгм. И вот 20 лет жизни, безумного накопления, дворцы, самолеты, яхты, третья, четвертая жены, 20-я любовницы, вот это все. И теперь это все куда? Из-за чего? Из-за того, что этот пахан сошел с ума. То есть 20 лет жизни, да вообще вся жизнь для них сейчас это как будто жизнь впустую. Мгм. Но я вижу только вот единственный нужен критический толчок для того, чтобы привести их в действие, этих людей. А критический толчок – это вот, но он очень опасный. То есть если он вздумает действительно нажать или дать указание нажать на красную кнопку, вот это для него будет точка, из которой уже поворота назад не будет, потому что его окружение поймет, что он дошел до пропасти, еще полшага вперед, и он их утащит вместе с собой. И вот это настанет критический момент. Но он это тоже понимает. Поэтому Мгм. я, кстати, считаю, что он никогда не даст команду нажать на красную кнопку, потому что тем самым он поставит свою жизнь в немедленную угрозу. А западная разведка, она будет сразу знать, если Путин вдруг решится на это? Запад может в таком случае принять решение о ликвидации главы Кремля? Ну, с Россией, с разведкой всегда сложный вопрос, потому что мы не знаем, какими возможностями, прежде всего агентурными, обладают различные разведслужбы в данный момент и в данном месте. Сейчас это место Кремль. А, Накануне агрессии против Украины было совершенно очевидно, что американцы имеют источника прямо близко в окружении Путина, благодаря которым они получали эту информацию. Есть у них электронные средства связи, но сейчас вот еще на чем работают западные разведки. Но это видно, что они работают. То есть я могу по внешним признакам определить. Мгм. Сейчас началось, американцы прежде всего, начали обширную кампанию вербовки секретоносителей Российской Федерации. Так. Это сотрудников разведки, сотрудников то есть, из военных кругов. На это брошены беспрецедентные деньги. Рекламы висят в социальных сетях. В Facebook можно зайти, найти там, набрать ФБР. И тут же всплывает офис ФБР, причем тот, который занимается именно Россией. Там номер телефона, хотлайн, это горячая линия, звоните. То есть предлагают такие деньги, которые не предлагали никогда вообще. То есть там много миллионов долларов – и все это вот направлено именно для того, чтобы создать позиции, о которых вы говорите. Почему? Потому что я помню, когда я еще учился в академии, Так. там рассказывали разницу между электронной разведкой и между агентурной разведкой. То есть агентурная – это люди, агенты, электронная – понятно, да? Так вот, говорили, что при помощи электронных, то есть спутников, там, перехватов электронных, можно посчитать, узнать, сколько ракет и где находятся на территории противника. Но для того, чтобы узнать, будут ли они запущены, а если будут, то когда, нужна агентура. Потому что при помощи электронных средств как-то сложно получить заблаговременно информацию о том, что вот там через день, через два принято решение о запуске. А электронная, она может, она сработает, но она сработает тогда, когда ракеты из шахт уже вылетят или из подводной лодки, уже будут на пути. Тут уже Армагеддон. Но все равно я считаю, что вот психотип Путина, все, что о нем известно, я его изучаю достаточно давно, Мгм. он трусливый человек. Это он пыжится там все из себя супермена корчит. На самом деле он трусливый человек. И поставить на карту свою жизнь путем вот, развязывания термоядерной войны он не решится.
Вот, кстати, по поводу агентуры у меня такой интересный вопрос возник. Как вы думаете, после завершения войны, а точнее победы Украины в этой войне, в чем у меня нет никаких сомнений, когда будут, возможно, будут, я не знаю, рассекречены имена агентов Кремля в высших эшелонах власти, как Украины, так и Запада, мы сильно удивимся? Ну, насчет Украины лично я бы не удивился, потому что многих из них я уже знаю, и к Мгм. моему ужасу они по-прежнему находятся и работают, нанося ужасающий ущерб национальной безопасности страны. Я вам один только пример приведу. Медведчук. О том, что Медведчук завербован еще КГБ был под псевдонимом Соколовский, и о Так. том, что он продолжает активно работать на российские спецслужбы, ФСБ, я об этом публично сообщил в украинском информационном пространстве в интернете в 2002 году. На основании, помните, в кабинете Кучмы в 2000 году, это была операция ФСБ, тайно записывались все разговоры, которые велись в кабинете президента Украины Кучмы. Мгм. Вот из этих пленок, значит, я занимался как раз их расшифровкой, и эти аудиофайлы я превратил в печатные тексты, я их опубликовал, практически все, которые были в моем распоряжении. Ну вот из них было Медведчук, агент. И об этом знали все в Украине. Естественно, об этом знали все соответствующие органы государства. Ну и после этого с 2002 года по 2022 год этот крот, который был более опасен, чем все резидентуры Российской Федерации вместе взятые, он продолжал успешно работать в Украине. Поэтому ну, вот такая ситуация. Что касается России, я думаю, что только полный разгром Российской Федерации, полный разгром может привести к тому, что американцы раскроют тогда вот эту информацию о своих агентурных источниках в Кремле, потому что такая информация, как правило, держится достаточно долго в секрете. Но по поводу Медведчука, не кажется ли вам, что он жестко подставил Кремль, в особенности вот в этой войне широкомасштабной? Ведь очевидно, что Кремль рассчитывал на блицкриг, там 3 дня за 3 дня Киев, за 3 дня там всю Украину заберем и так далее, ссылаясь на возможные какие-то данные, которые давал Медведчук относительно того, что их тут чуть ли не с цветами будут встречать. Ну да, безусловно, но я уверен, что это был не один Медведчук. Эта система такая работает. Вот та система, с которой мы начали этот разговор сегодня. То есть это автократическое государство, в котором вот сверху сидит пахан, и со временем, рано или поздно, когда он расставит всех людей на свое место, эта вся структура держится на подхалимаже, на том, что подчиненные отправляют наверх информацию, которая нравится наверху. Это самый главный путь по продвижению карьерного роста. Если будешь направлять ту информацию, которая не нравится, карьеры тебе не видать. И так сработал не только Медведчук, а вся система. Пахан, то есть, по большому счету, в такой ситуации вообще зачем ему разведслужба, если она ему поставляет только то, что он хочет? Ну, ты сам знаешь, что ты хочешь. Поэтому зачем тебе еще разведслужба? Ну, то есть заколдованный круг. По поводу западной агентуры Кремля, в последнее время очень часто вы наверняка замечаете, следите, и больше наверняка замечаете, чем я, как российские, значит, политики, там, опричники Путина очень часто начали говорить о необходимости проведения переговоров, о том, что они не против переговоров, о том, что они готовы там разговаривать в любом месте с кем угодно, только вот Украина такая плохая, не соглашается и выдвигает абсолютно неадекватные условия, как сказал Лавров, по переговорам. А неадекватные условия они называют
выход с территории Украины и возвращение к границам 91 года. Как вы думаете, можем ли мы говорить о том, что если России удастся выбить вот эти переговоры, это будет поражением нашей страны? Я только в страшном сне могу представить, что России вот сейчас удастся выбить эти переговоры, как вы выразились, получить эти переговоры Мгм. с условием, они же буквально сегодня подтвердили, что они хотят вести переговоры о том, что те территории, которые они сейчас аннексировали, останутся за ними. Мгм. О таких переговорах не может быть и речи. Вчера вот была встреча Макрона с Байденом, где Западу, вы понимаете, Западу тоже нужно по внутриполитическим соображениям говорить о переговорах. Мгм. Потому что это нужно для успокоения избирателей. Потому что, ну, надвигается рецессия. С экономикой, особенно в Европе, дела обстоят неважно. Зима предстоит непростая в связи с ценами, нехваткой там, энергоресурсов, хотя в значительной степени эти вопросы преувеличены. Тем не менее, чувствуется напряжение в народе, среди избирателей. А это оказывает давление на власти. И для того, чтобы продолжать помощь Украине, власти должны получить деньги от своих парламентов. А парламент должен иметь поддержку в народе. А народ хочет знать, будет ли это продолжаться бесконечно, или же мы видим какую-то перспективу, где все это закончится. Естественно, благополучно для всех, прежде всего для Украины. Поэтому для западных лидеров нужны разговоры. Мгм. Именно разговоры о том, что Запад готов к переговорам. Естественно, он готов, потому что война-то должна закончиться так или иначе переговорами в любом случае. То есть вот приехал Макрон, вместе с Байденом они произнесли волшебную фразу: «Мы готовы к переговорам». Но Байден тут же обозначил, значит, если Путин продемонстрирует, что он серьезно намерен добиваться, значит, их плодотворного исхода. Согласно американской и вообще натовской формуле, показать, что Путин готов, Путин должен для начала переговоров, Путин должен вывести свои войска с оккупированных территорий. На что Песков сегодня заявил, Лавров. Песков, да. Да, вы знаете, что это никаких переговоров не будет. Поэтому это замкнутый круг, и все будет решаться на поле боя. Вот знаете, я очень часто задаю этот вопрос нашим экспертам, которые включаются к нам в эфир, и очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Мне непонятна логика. Хотя, когда мы говорим о Кремле, может, не стоит, в принципе, логически размышлять, но тем не менее. В чем была логика, когда они объявили субъектами Российской Федерации, все в кавычках, так называемые ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области? Ведь буквально через неделю-две украинские вооруженные силы продвигаются вперед и деоккупируют эти территории. Сейчас правый берег всей Херсонской области под контролем Украины. И очевидно, что российские оккупанты с левого берега бежать тоже собираются. Зачем это было делать? Ведь смысл какой? Вы сегодня объявляете, а завтра мы деоккупируем. Идиотизм – это ситуация загнанного в угол и обуреваемого паническим страхом крысеныша. Это вот примерно, то есть история, она повторяется. Это история где-то так, апрель месяц 1945 года, другой бункер, рейс-канцелярия в Берлине, и там сидит, так сказать, духовный отец нынешнего кремлевского сидельца, который уже все понимают, что это конец, а он судорожно смотрит на карту и ищет генерал Венг. Венг, это у него слово, это не покидает его уста. Вот сейчас придет Венг, и все изменится, и все. То есть нужна движуха, какая-то победа. Ведь он принял, я имею в виду Путин уже на этот раз, он принял решение объявить вот эти территории после целого ряда неудач на поле боя. И там царило уныние
не то что в народе, уныние царило уже на пропагандистских российских каналах. И для того, чтобы повлиять на эти каналы и на так называемое националистическое, ультраправое, так сказать, крыло его ядерного электората, для того, чтобы поддержать их моральный дух, ну, нет побед на поле боя, да, ВСУ выигрывает. Ну, давайте тогда хотя бы вот объявим, что это наши территории. То это было сиюминутное конъюнктурное решение загнанного в угол человечка, который не знал, что делать. Вот с моей точки зрения, вот и все. Потому что, по большому счету, вы совершенно правы, это был идиотизм. Мгм. То есть это был идиотизм, который проявился буквально через 2 недели там, или через 3. Он объявил сегодня, что это территории наши. Песков несколько раз повторил, что это теперь российские города. Тот же самый Херсон, да? А Да. потом бах, и все. Но если это твои города, так, если логично рассуждать. Мгм. Ты ж кричал, что если угроза будет российской территории, то я пойду на все меры. Не Мгм. пошел. Не пошел, потому что кишка толка. Кстати, да, вот я ж об этом тоже думала. Объявив эти территории субъектами РФ, как мне показалось, они пытались остановить продвижение ВСУ, так как ссылались бы на свою военную доктрину, которая гласит, что в случае угрозы на территории России они могут применить там ядерное оружие. То есть таким образом очертили эти красные линии, скажем так, те красные линии, о которых они говорят на протяжении последних 8 лет по полуострову Крым. Но в этот раз что-то не получилось. Украинские вооруженные силы продвигаются, получается, никаких красных линий нет. И более того, Крым они поставили на один уровень, в один ряд с этими ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областью. И в таком случае теперь это на Крым тоже не распространяется? Совершенно верно, Гульсон. Вот сейчас вы сделали блестящий разведывательный анализ и стратегический вывод ситуации. То есть этот идиот, поступив таким образом, он раскрыл свою стратегическую карту, самую большую тайну, которая заключается в том, что вот эти все разговоры о том, что мы применим ядерное оружие, если там нашим территориям, все это блеф абсолютный. И исходя из этого, нужно ВСУ делать так, как они делали вот в августе месяце на северо-востоке Украины, затем в Херсоне. Нужно выдавливать противника. Именно выдавливать. Знаете, вот как в Херсоне. Это было блестящая. Американские аналитики говорят, что это была просто блестящая операция. Почему она была блестящая? Потому что ВСУ добились результатов при минимальной потере. Ведь, в принципе, можно было там устроить бойню, штурмовые атаки, как маршал Жуков в свое время делал, положить там тысячи украинцев, а сделали все по уму. И вот теперь ситуация. То же самое нужно делать, не обращая внимания на эти угрозы. То же самое нужно делать в отношении Крыма. Это первое, вот, то есть американские аналитики военные считают, что следующее – это Крым. То есть, вернее, ну не совсем следующее, нужно отрезать коридор сухопутный в Крым. То есть Мгм. Мелитополь, вот Запорожская область там и дальше. Отрезать его, затем желательно его еще отрезать с моря. Керченского моста? Да, да, оттуда. И все. И после этого подвергнуть военные объекты артиллерийскому обстрелу и таким регулярному, постоянному, и таким образом выдавить их оттуда так же, как из Херсона. А чем вы объясняете, как вы оцениваете вообще вот эту некомпетентность, абсолютный вообще идиотизм российских военных, российского военного руководства именно на поле боя? Ну, это, это общая тенденция государства. То есть после распада Советского Союза произошел крах, в том числе бюрократической системы, в том числе в армии. К государству, к управлению государства пришли люди с улицы, ну, басота, вот, из подворотни буквально. Это началось еще при Ельцине, и это пышным цветом расцвело при, при Путине. Вот последние данные где-то я слышал от российских же экспертов, из 8 э,
первых из 8 заместителей министра обороны Российской Федерации только 1 или 2 служили в армии вообще там. Не то, что солдатами, офицерами были, а остальные непонятно. Остальные это ловкие люди, которые знают, как делать деньги на этих должностях. Министр обороны то же самое, воинская специальность, оленевод. Я шучу, но где-то так. То есть вот случайный президент оказался в роли руководителя государства, и как по мановению волшебной палочки, случайные люди оказались на руководящих постах. Я вам напомню, что Путин – это человек, которого в свое время не взяли в разведку. Вопреки мифу, распространенному российскими пропагандистскими каналами, он там никогда не работал. То есть он поступил в академию, вот, но потом по причине профнепригодности его не взяли на работу в разведку. То есть именно профнепригодности. То есть тогда сочли, что он непригоден для должности просто опера. То есть тогда требования квалификации человека были выше, чем потом требования квалификации кандидатов в президента Российской Федерации. То есть это комплекс неполноценности в нем играет? Это и комплекс неполноценности, и вообще он малый недалекий человек, который плохо учился в школе, затем попал в университет по спортивной, так сказать, линии. Вместо того, чтобы учиться, он тренировал в спортзалах бросок через бедро, там, или как он там еще что-то делал. Ну вот так, с чем он туда пришел, с тем ушел. Но это очень опасно, потому что вот когда такой человек приходит к власти, власть неограниченная, интеллектуальные способности очень ограниченные, и вот тогда случаются вот такие страшные вещи, как случились. Сегодня мы видим, что для Путина и для путинского режима человеческая жизнь абсолютно не несет никакой ценности. И поэтому на поле боя, на фронт они, мобилизируя свое население, просто отправляют пушечное мясо. Это может быть преимуществом, на ваш взгляд? Да нет, конечно, это не преимущество, это рано или поздно возымет обратный эффект, поскольку количество жертв, оно зашкаливает. То есть намного уже превзошло количество жертв во время так называемой ограниченной операции в Афганистане. И к концу края этому не видно. Это все увеличивается. То есть бесконечно это продолжаться не может. Но вот они исчерпали свои возможности, практически уже близки к исчерпанию своих возможностей в национальных окраинах, в Бурятии, да, затем вот вдоль границы, южной границы Российской Федерации, забрали представителей национальных меньшинств, сколько могли. Теперь уже добрались до Петербурга и Москвы. И теперь вопрос сейчас вот в Москве, в Бомонде московском, очень распространенный вопрос, не два вопроса. Куда делись цветы и мужчины? Это в Москве. И ответ один на оба вопроса: на солдатских кладбищах. Долго это продолжаться не может, уже матери. Я возлагал, кстати, вот на фактор солдатских матерей достаточно большие ожидания у меня были в начале, в самом войне. Я думал, что это сработает быстрее. То есть сработало медленнее, но сейчас вот начинается это движение. То есть это обратный эффект будет. А если мы говорим о союзниках России, сегодня мы видим, что ее основной союзник в этой войне пока что Иран, ну, скажем так, технологически, если можно его таким назвать, который обеспечивает Россию БПЛА и шлемами. А Китай, на ваш взгляд, может вступиться за Россию? Нет, в обозримом будущем нет, слава богу, это было самое большое опасение, но американцы очень грамотно сыграли в этом плане. Ну и после вот этого съезда недавнего КПК, первое, что сделал Си Цзиньпин, вопреки ожиданиям, ожидали ужесточения его позиции в отношении Запада, Америки и улучшения поддержки России. Он сделал прямо противоположное. Он фактически протянул пальмовую ветвь американцам. Встреча с Байденом, теперь Блинкен едет туда для переговоров.
То есть Си Цзиньпин обозначил, что нам нужны нормальные, предсказуемые отношения с Соединенными Штатами. А эти отношения подразумевают отсутствие серьезной военной, финансовой помощи со стороны Китая Российской Федерации. То есть речь может там идти о поставках шапок, там, тулупов каких-нибудь, валенок, Мгм. но не о летальном оружии, потому что то есть, вот, поставки действительно летального оружия в России фактически перечеркнет для Пекина все надежды на улучшение отношений с Америкой. А это критически необходимо для Китая, потому что вот одним из своих последних указов, росчерком пера, Байден фактически обрек на крах полный микроэлектронику, вот эту промышленность Китая, которая для супердержавы экономической сейчас является, то есть вот микроэлектроника – это кровь и воздух для экономики Китая, так как для России являются нефть и газ. Без американской поддержки здесь Китаю в общем, грозит в этом плане очень серьезные неприятности. Ну, так мы плавно сами перешли на международную арену, и хотелось бы в этом контексте обсудить поддержку наших западных партнеров Украине. Очевидно, что продвижение вооруженных сил Украины, успешные контрнаступательные операции, в том числе зависят от предоставляемого нам вооружения со стороны наших западных партнеров. Действительно, это огромное количество помощи военно-технической, финансовой, экономической, политической, дипломатической и так далее. Но опять же, когда мы говорим о предоставлении более серьезного оружия, там танков, самолетов, средних ракет и так далее, этого нет. Как вы думаете, почему? Это очень сложный вопрос, который требует еще одного часа нашего обсуждения для того, чтобы все рассказать. У нас есть минут 20, пожалуйста, я вас Окей. слышу. Значит, смотрите, это не чья-то злая воля, все это объяснимо и объяснимо логично. Мгм. Ну, например, вот начнем с этого. У Украины есть, Запад поставил Украине где-то 350, ну, примерно, гаубиц. Это не самоходных, да, типа М3 семерки. Мгм. В каждый конкретный момент, каждый день примерно 30% этих гаубиц находится в ремонте. 30, понимаете, это огромное количество. Причем этот ремонт до сих пор не налажен на территории Украины. Эти 30% гаубиц тащат через границу туда, в Европу, и там происходит их обслуживание. Танки и самолеты – это на несколько порядков сложнее в обслуживании. Прежде чем их поставлять, нужно в Украине развернуть целую сеть техобслуживания. Должен быть подготовлен персонал. Если, допустим, артиллериста можно подготовить за 3-4 дня, то, вот, как я сказал, технарей, которые могли бы ремонтировать эти гаубицы в Украине, их не подготовили до сих пор. Мгм. Танкистов, те, которые летчиков в самолеты будут готовить. Ведь каждый час полета ему предшествует много дней техобслуживания на земле. То есть нужна целая инфраструктура поставки запчастей, тренированных людей, иначе это все превратится в груды металла, который будет стоять под открытым небом, и на него будут падать российские управляемые ракеты. А времени нет. То есть это все можно делать, и это делается. Но для этого нужно очень-очень много времени, которого нет на поле боя. То есть ситуация развивается стремительно, поэтому что делают? ВСУ, руководство, разрабатывает операцию. Мгм. Потом ее обсуждают с представителями военных кругов стран НАТО, Соединенных Штатов Америки. Исходя из этой операции, выявляется, какое наиболее целесообразное оружие нужно поставить для ее успеха. Вот где решается, какое оружие надо поставить. При этом принимается решение, какое оружие можно
поставить как можно быстрее оттренировать людей, которые будут управлять, и систему его обслуживания. И плюс еще стоимость и эффективность. Это один из основных критериев. То есть, чтобы на один вложенный доллар получить как можно больше, грубо говоря, навара. И в этой ситуации вот и выбрали. Сначала это было М3 семерки будем поставлять, а не истребители там 5-го поколения. Затем это хаймарсы будем поставлять, а не танки, да, которые вы еще попробуйте их завезите. То есть для того, чтобы завести танки, эти тяжелые танки, то есть там колеи такой нету. Нету сейчас тягачей в Украине, которые помогли бы эти танки оттащить, скажем, от Киева до фронтовой, на фронт, где они, значит, должны действовать. Вот что, какие, то есть логистика, тренировка, время которого нет. Поэтому дает то, что можно быстрее вступить в действие и привести массовый, максимальный эффект в течение ограниченного времени. То есть это исключительно такие логистические препятствия, но не отсутствие какого-либо политического важного решения, которое там стопорится некоторыми силами. Сейчас я перейду к этому. То есть я сейчас объяснил, что логистика. Логистика – это колоссальная. Вообще вот американские генералы, британские говорят, что нынешняя война в Украине – это логистика, логистика и еще раз логистика. Все о логистике. Поэтому они и говорят, что Россия рухнет, потому что они не сможет в этой области в перспективе соперничать с Украиной. Теперь, безусловно, вас, наверное, и ваших слушателей интересует вопрос. Patriots, система Patriot, да? Угадал? Да. Смотрите, что с патриотами. Патриоты, вопрос первый. Значит, когда американцы поставили эти ракеты, первые комплексы в Восточную Европу, прежде всего в Польшу, в Москве подняли крик о том, что это не системы ПВО, а это пусковые установки, на которые можно устанавливать ракеты «Земля-Земля», из которых можно обстреливать Москву, Кремль. И они сделали из этого большую проблему. Из этой проблемы потом появилась другая проблема, которую Путин использовал для вторжения в Украину. Типа вот американцы подставят под Харьковом ракеты свои, которые долетят за 7 минут до Москвы. Это для нас неприемлемо, и это было обоснованием. То есть если поставить теперь вот эти ракеты Patriot в Украину, Путин скажет, ну вот я же говорил, вот теперь это угроза. Да? И возникает угроза для эскалации. Опять угроза этими ядерными ударами там и так далее. Можно надеяться, что их не будет, и я считаю, что их не будет. Но это такая вещь, ядерный удар, где нельзя гадать, да, нельзя гадать в картами Таро, будет ядерный удар или не будет. Тут надо как-то так Слишком максимально... рискованно. Совершенно верно, совершенно верно. Вторая проблема секретности. Значит, самая секретная, то есть каждая батарея Patriot, она является частью системы, network, паутины, как интернет, где она привязана к другим системам в глобальном масштабе, с центрами обнаружения целей, с центрами управления. Глобальным имеется в виду с такими же системами в Европе. То есть она в Украине, такая система стала бы интегральной частью системы НАТО. И вот это является самой секретной вещью, понимаете? Самой секретной. Поэтому вот эти системы, они поставлены другим странам, помимо странам НАТО, в частности, Саудовской Аравии, по-моему, еще кому-то они поставлены, но везде там находятся американские военнослужащие. А в отношении Украины Байден же дал в самом начале войны торжественное обещание Конгрессу, под который он потом получал деньги, американскому народу, чтобы его успокоить, и чтобы народ с готовностью давал деньги на помощь Украине. Он сказал, что американских военнослужащих на территории Украины не будет. Теперь, если появляется Patriot, это однозначно свидетельствует о том, что там будут американские военнослужащие. Теперь сейчас новый состав Конгресса, который поднимает шум, кричит, вот мы миллиарды выкинули на помощь Украине, а теперь мы наших бойс туда еще пошлем, а теперь оттуда гробы пойдут, надо завязывать с этим делом.
Поэтому тут целый комплекс всевозможный, который требует политического решения. Тоже должен человек в Белом доме взвесить все за и против и принять решение, поставить, допустим. Да? Пока, насколько я понимаю, Белый дом пошел другим путем. Путем насыщения ПВО Украины системами НАСАМС. У нее меньше, у нее нет вот этих всех проблем, которые я вам сейчас перечислил. Или гораздо они меньше. Поэтому как-то проще с этим делом обойтись. Ну вот так вот политическим уровнем. То есть, я понимаю, когда вы спросили о политическом уровне, потому что в интернете, ну, как всегда, много конспирологии, Мгм. это разгоняется идея, что Западу не надо быстрая победа, значит, Украины. Нет, это совсем не так. Длительная война, она никому не надо, потому что от длительной войны устают все. Устает избиратель, тот же самый американский. Устает американский избиратель, администрации меньше возможностей получить деньги из Конгресса, потому что устает Конгресс. Начинает избиратель плохо смотреть на Белый дом. То есть для Белого дома затягивание этой войны – это утрата рейтинга той же самой администрации Байдена и так далее. То же самое в Западной Европе, потому что продление войны – это продление экономических трудностей, которые в Европе не нужно никому совершенно. Нужна убедительная победа, полная победа Украины, освобождение ее территории. Ну вот. Ну а сегодня, после промежуточных выборов Соединенных Штатов Америки, вот этот консенсус среди демократов и республиканцев в вопросе поддержки Украины, он незыблем? Нет, он зыблем, если я могу так сказать. Увы, к сожалению. А, сейчас критическая ситуация, по большому счету, возникла. Главный источник выделения денег для Украины в Конгрессе США – это Палата представителей, Мгм. которые большинство завоевали республиканцы. Их там будет немного, где-то человек на 7-9 больше. И это плохо, потому что республиканская фракция, она разделена на две части. Одна – это неорейганисты, это потомки духовные, политические Рональда Рейгана. Это нормальные ребята, которые понимают, что такое геостратегия, и они руководствуются в ней. Но есть там отмороженное совершенно крыло трампистов под названием МАГА. Их примерно 25-30%, но они шумные Мгм. и агрессивные. И вот 3 января будут выборы спикеров. А поскольку республиканцев мало, для того, чтобы его избрали спикером, там есть некий человек по фамилии Маккартни, ему надо, чтобы за него проголосовали все, включая вот это отмороженное крылом МАГА. А значит, они на него будут оказывать большего влияния. А у них лозунг один – ни цента Украине. И этот же лозунг подтвердил дважды в письменном виде старший сынок кандидата теперь в президенты Трампа, который сказал, что ни цента Украине. Мгм. Именно поэтому администрация сейчас запросила у Конгресса 37 миллиардов долларов. Она хочет, ну я не побоюсь этого слова, протащить этот законопроект в этом году, пока еще старый Конгресс, старого созыва работает. Потому что они предвидят, что в следующем году могут быть проблемы. И уже сейчас республиканцы артачатся не только в Палате представителей, но и в Сенате. Говорят, давайте будем рассматривать в следующем году. В следующем году будет. Это плохой признак, когда говорят, давайте в следующем году, потому что в следующем году будет сложнее. Но, тем не менее, я думаю, что все обойдется. Все Дай будет, бог. да, все обойдется. И последний вопрос, который я хотела вам задать. Вот что для вас лично будет являться завершением этой войны и победа Украины? Это возвращение к границам 91 года или же это падение путинского режима, возможная фрагментация России, возможные удары по территории России? Что это? Ну, первое, это, безусловно, возвращение к границам 91 года. То есть все оккупированные территории временные должны быть освобождены от агрессора.
Дальше, значит, падение, режим так или иначе должен пасть. После этого я не представляю, как он может выстоять. Ну, может, вместо Путина придет другой, но там я не вижу, там есть еще хуже, там есть еще более отмороженные люди. Дальнейшая фрагментация, оно звучит, конечно, хорошо. Мгм. Вообще, помните, эта история, Карфаген должен быть разрушен. Да. С моей точки зрения, Мордор должен быть разрушен. Под Мордором я понимаю вашего северного соседа. То есть это э, тупиковая, я бы сказал так, тупиковая ветвь в развитии цивилизации, которая стала опасна для всей цивилизации. Она должна быть уничтожена. Но тут надо иметь в виду те опасности, которые могут быть сопряжены с этим процессом, потому что страна напичкана ядерным оружием, атомными объектами, то есть опять-таки там в разнос, если это дело пойдет, крушение таких империй, слава богу, Советский Союз еще нормально рухнул. Но если так по худшему варианту, то опять-таки в том числе и Украине мало не покажется. Вот, то есть все эти вопросы надо решать шаг за шагом, но вот конкретно враг должен уйти с оккупированных территорий, дальше должен быть, то есть Урсула фон дер Ляйен позавчера, по-моему, провозгласила проект создания международного трибунала. Мгм. Должен быть международный трибунал, виновные должны понести наказание, должна определена быть сумма репараций, контрибуций, которые Мордор должен будет выплатить Украине для, значит, восполнения компенсации ущерба. Западное сообщество должно сделать что-то типа плана Маршалла, ну, я условно это, конечно, называю, Мгм. для восстановления экономики Украины. Ну и Украина должна будет найти свое место в новой системе безопасности Европы, да и всего мира. Потому что в НАТО, в рамках НАТО, в ходе холодной войны там главную роль играла Германия, потому что именно по западным границам Германии проходил вот этот водораздел между Советским Союзом, Варшавским договором и НАТО. Теперь он проходит по восточным границам восточного фланга НАТО. То есть Украина и страны восточного фланга НАТО сейчас играют доминирующую роль, по большому счету, в структуре НАТО. Но для той же Польши, скажем, таким восточным флангом, который отгораживает ее, да и все НАТО от Мордора, является Украина. То есть Украина становится ключевым звеном, должна стать, потому что де-факто она является ключевым звеном в системе безопасности Европы, а следовательно всего мира. Нужно найти только формулу для этого. Спасибо вам большое. Дуже дякую, Чох Сагулна, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. До новых встреч. Всього хорошого вам, Гульсум. Успіхів. Спасибо. Слава Україні! Героям слава! Юрій Швець, американський аналітик, колишній радянський розвідник українського походження, майор закордонної розвідки КДБ в 80-х-90-х роках був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь з першим кримсько-татарським Коршкінджі.